Друзья, мы начнем наше мероприятие. Сегодня многие из вас, конечно, знают, что в Чувашской Республике официально, торжественно открывается год литературы в России. Этот год объявлен годом Константина Иванова в Чувашии. Нам очень приятно, что этот день, торжественный день и очень значимый день, не только наверное, для нашей республики, но и для всей страны, он начинается с презентации книги. Книги Тургая Валерия Владимировича. И вот рождение каждой книги – это событие. Событие, почему? Потому что книга рождается, и она живет веками. Она переходит из поколения в поколение. И вот те сокровища книжные, они приумножаются благодаря авторам, издателям, библиотекам, которые делают все, чтобы сохранить это наследие. Поэтому я, конечно, поздравляю всех, кто участвовал в создании этой книги. Поздравляю Валерия Владимировича. И вот ценность этой книги, на мой взгляд, еще в том, что в книге представлены не один народ, а стихи известных поэтов нескольких народов. Семи народов. Вот это направление, оно, конечно, уже давно, Валерий Владимирович, он продвигает культуру чувашскую, он продвигает культуру других народов в нашей республике. Поэтому это очень важно, очень значимо. И, наверное, вот как никогда мы сейчас понимаем вот значимость вот этих событий. Огромное вам спасибо, Валерий Владимирович. Мы ждем от вас еще новых книг, успехов вам творческих. И всех, кто сегодня присутствует в этом мероприятии, я поздравляю с тем, что этот год объявлен годом литературы. И я надеюсь, каждый из вас делает очень многое в продвижении книги, в привитии любви к чтению, своим внукам, детям, тем, кто нас окружает. Давайте начнем читать вслух книги, говорить больше о книге, общаться с авторами, встречаться, выезжать в дальние села, которые тоже население сельской местности у нас любят книгу, ждет книгу новую как праздника, любят читать новые книги. И все, что от нас зависит с вами, мы сделаем в этот год, постараемся продвинуть книгу действительно как можно до большего количества читателей. Спасибо. Спасибо, Светлана Михайловна. Перед нами была директор Национальной библиотеки Чувашской Республики, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Чувашской Республики. Действительно, огромную роль в продвижении чувашской литературы, литературы народов Поволжья, Приуралья играет роль Валерий Владимирович Тургай. Он переводил не одно произведение народов России, и кавказских народов, и народов нашей республики, и Поволжья. Сейчас слово предоставляется Валерию Владимировичу Тургаеву, народному поэту Чувашской Республики. Добрый день, дорогие друзья, добро пожаловать к нам, дорогие гости. Смею заверить, действительно, в жизни литературной общественности сегодня уникальный день, знаменательный день. Так совпало, так получилось именно в день официального открытия года литературы и года нашего великого поэта Константина Васильевича Иванова. Мы здесь презентуем, опять не могу не произнести это слово, уникальную книгу «Щичерень Щича. 7 из 7». Не знаю, как в других регионах России, но в Чувашии до сих пор такой книги не было. Дело в том, что в этой книге представлены
представлена поэзия 7 народов Поволжья и Урала. Это, значит, татары, башкиры, коми, мордва, удмурты, мари и чуваши. А началось, конечно, я должен сказать, с перевода великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Вот я вам показываю сборник Тукая. Я благодарен Ренату Харису, который здесь присутствует, который мне очень-очень помог в переводе на чувашский язык с татарского великие стихи великого Тукая. Потом появился сборник Мустая Карима, тоже великий поэт, лауреат Ленинской премии, лауреат государственных премий, герой социалистического труда, большой друг чувашского народа, чувашской культуры и чувашской литературы. Потом появился вот такой сборник «Салам Сарцень Тузень Шаржива», а здесь уже поэзия 14 поэтов, представителей 10 народов Кавказа. Я часто бываю в Кавказском регионе, в Кабардино-Балкарии и в Дагестане. И, конечно же, в знак своего глубокого уважения к кавказским народам, к этой уникальной культуре, я вот издал маленькую, можно сказать, антологию кавказской поэзии. Появился сборник полузабытого балкарского поэта Керима Атарова «Тарназим Тавранаща». Здесь представлена поэзия депортированного народа. Балкарский народ пережил страшную трагедию в своей истории. В 1943 году он был депортирован. Ну, потом был сборник Кайсына Кулиева. Здесь у меня нету, вот там на полке есть этот сборник. Кайсын Кулиев, выдающийся балкарский поэт, фронтовик, который в 1942 году после тяжелого ранения лечился в Чебоксарах, в госпитале. Мы установили на стене этого здания мемориальную доску. Потом появился сборник украинского поэта, известного, выдающегося поэта Тараса Шевченко «Кадара Хевель Баранджи». Это был мой ответ тем озверевшим украинским националистам, которые в ответ на нашу искреннюю огромную любовь к Украине, к уникальной украинской культуре, начали творить бесчинство на Украине. И издав эту книгу, я хотел доказать, несмотря ни на что, мы в России, в Чувашии, в Татарстане, в Марий Эл и так далее любим украинский народ, украинскую культуру. Ну и, конечно же, я издал моабитские тетради великого Мусы Джалиля, героя Советского Союза. Это полный вариант моабитских тетрадей. Полный вариант. В 1956 году был издан не полный вариант моабитских тетрадей, но я решил все-таки, проходите, пожалуйста, проходите, Мусы Джалиля сборник. И, наконец, вот логическим завершением моей переводской деятельности стал этот сборник «Поэзия 7 народов Поволжья и Урала». Еще раз повторяю, здесь представлена поэзия татар, башкир, коми, мари, мордвы, удмуртов и, конечно же, наша чувашская поэзия. Я хочу, перед тем, как познакомить с нашими выдающимися гостями, просто вот зачитать список, кто именно здесь представлен. Итак, запоминайте, может быть, впервые слышите некоторые имена, как и я сам впервые открыл творчество некоторых наших земляков, наших известных поэтов. Поэзия коми: Иван Куратов, Серафим Попов, Альберт Ванеев, Владимир Тимин или Тимин, так и не разобрался, мне сегодня помогут разобраться в этом, Александр Мишарин, Александр Лужиков, Нина Обрезкова. Марийская поэзия: Сергей Чавайн, Олег Кипай, Николай Казаков, Геннадий Матюковский, Валентин Колумб, Семен Николаев, Альбертина Иванова. Мордовская поэзия: Никола Иркай, Иван Пранчатов, Иван Пеняев, Иван Калинкин, Сергей Кинякин, Александр Арапов, Раиса Орлова. Башкирская поэзия: Салават Юлаев, Мажид Гафурин, Сайфи Кудаш, Зайнаб Биишева, Назар Назми, Мустай Карим, Равиль Бекбаев. Татарская поэзия: Габмент, Габдулла Тукай, Халид Акташ, Муса Джалиль, Фатих Карим, Сибат Хаким, Ренат Харис. Удмуртская поэзия: Кузебай Герт,
Пашачи Оки, Михаил Петров, Николай Байдеряков, Флор Васильев, Михаил Федотов, Вячеслав А. Сергеев. Ну и чувашская, конечно, которая не нуждается в переводах на чувашский язык, представлена творчеством Михаила Федорова, это знаменитый Аржури, Хевилян Сан Хеведер, Изирана Пеледер, Хевниша Горчик, Ведела Загрузела, Зеледрух, Ракаин Вармана. Каждый чуваш знает эти строчки. Константин Иванов, наш великий, Михаил Сеспель, великий наш поэт, Семен Альгер, Петр Кузангай, Яков Упсай и, увы, покойный Геннадий Айхин. Вот такой сборник я держу сейчас в руках. Я очень доволен, что сделал это. Я не знаю, больше буду заниматься в дальнейшем переводской деятельностью. Это не так-то просто. Честно говоря, это не каждому дано. Это, конечно же, всегда ущерб собственному творчеству, но я это сделал. И сейчас позвольте мне представить наших выдающихся гостей, великих гостей наших, я так бы сказал, потому что каждый из них или каждая из них это символ, живой символ национальной культуры, национальной литературы. С огромным удовольствием я представляю, думаю, давно у нас такого праздника интернационализма, интернациональной дружбы не было в Чебоксарах. С огромным удовольствием представляю народного поэта Татарстана, лауреата Государственной премии России. Я не буду все регалии его называть. Самое главное, заслуженного работника культуры Чувашии, лауреата Международной премии имени Михаила Сеспеля, нашего великого друга Рената Хариса. Ну-ка, аплодисменты сильнее. Это Ренат Харис. Я очень уважаю другого представителя татарской литературы. Он большой начальник, в отличие от чувашей в Татарстане. Союз писателей Татарстана работает очень плодотворно, оказывается ему огромную поддержку со стороны государства. Это председатель Союза писателей Татарстана, большой друг чувашского народа Рафис Курбанов. Здесь же представлены наши дорогие соседи, наши известнейшие поэтессы и в России, и в финно-угорском мире. Это наша дорогая Альбертина Иванова, заслуженный деятель Республики Марий Эл, лауреат молодежной государственной премии Марий Эл имени Олы Карипаева. Альбертина Иванова! Ну и, конечно же, здесь представлен мой большой друг. Я в предисловии к этой книге пишу слова благодарности в адрес тех, кто помогал мне настойчиво в издании этой книги в качестве консультанта. И это, конечно, Ренат Харис. И по марийской литературе огромную помощь мне оказал мой друг Владимир Козлов. Он уникальный человек, большой друг чувашского народа. И здесь же представлена выдающаяся коми, поэтесса Нина Обрезкова. Где она, Нина? Итак, она специально приехала из Сыктывкара к нам. Аплодисменты. Она проделала 1000 километров. Она в первый раз в Чувашии, в первый раз в Чебоксарах. Ее стихи тоже здесь представлены. Нина очень помогла мне по финно-угорской поэзии, по коми-поэзии, по удмуртской поэзии, и мордовской поэзии и так далее, и так далее. Ну и у нас еще славная дочь мордовского народа Рая Орлова. Замечательная поэтесса. Ее очень любят и очень хорошо знают во всей Мордовии. Итак, сегодня здесь собрались представители и тюркского мира, и финно-угорского мира. К сожалению, не смог приехать Вячеслав А. Сергеев. Он мне большой смс прислал, сказал, болею после операции, но самые добрые слова он просил передать. И не смог приехать Наиль Гаибаев. Мы с ним вместе учились в Москве, он председатель Союза писателей Башкортостана. У них сегодня торжества по Шейхзада Бабичу в Башкортостане. Тоже просил передать сердечный привет. Сегодня здесь нет Юрия Семенгера,
После этого мероприятия мы все едем в театр оперы и балета, там состоится огромный праздник. Юрий Семендер морально-политически готовится к выступлению, как и Порфирий Афанасьев, на большом нашем литературном празднике. Просил передать академик Лев Пантелеймонович Кураков, вчера вечером он выехал в Москву, но сказал: я душой с вами, хотя я академик от каких-то там наук, но жить без поэзии не могу. Так, маловажно для вас, ребят, Иван Гагарин. Сергей Лукьянович Павлов, Парапер, Чуваш Республики, профессия писатель, союзный председатель. Мне слово предоставляется Сергею Лукьяновичу Павлову, председателю Союза профессиональных писателей Чувашской Республики. Народного писателя Чувашской Республики. Ölümün dostları yurdaşlarım, Паянчынақта Ирин Республика, Шардер, Пызык, Уял, литература Уяля. Ну, у нас гости, позвольте обратиться прежде всего к ним. Я хочу вам выразить огромную благодарность от нашего союза за то, что в такой прекрасный литературный день вы смогли приехать на на наши торжества. Конечно, то, что совпал, это праздник, с одной стороны, с официальным открытием года литературы республики, года Константина Иванова. С одной стороны, это прекрасно. К сожалению, наши большие друзья не смогли прийти, но, с другой стороны, благодаря этой презентации сегодня на очень высокий, на более высокий уровень поднимется наше официальное открытие нашего праздника, потому что примут участие в этом празднике прекрасные наши друзья, большие писатели из ближайших наших республик. Огромное им за это спасибо, и огромное спасибо Валерию Владимировичу за то, что он сближает наши народы, сближает нас и постоянно находит возможности, чтобы мы встречались, обменивались и обогащали нашу родную культуру, нашу литературу. Чынақта, вот, когда хажат райнтерибан духле, он же мне хушса галма дюрдарах табуле, пиди терс максим кужару диргиде, и пхам шукакта шин ябалне кужарма пиди шамамарма шамалчешмар, и пхам как бы приябалда кужаримас. Шин ябалне кужарма урмах урпарах туймалла был, чимна туймалла, на онлан малла, она дюрат малла буде. Нужно чигерли мажупа, те брещин пулдархне, онлан заице кужарма, и водан ждерме. Пите пызык поддержки, пызык юраду кирли будет мне. Кувара Валерий Владимирович, чем мне юраду пор. Вот инде учитель мне туда бы полоса, то на инде хан, кужа размежем джахта, шавде пызык поддержки кужа размежем. Волковая тритка, смахмай. Юрий Семендер говорит, инде твана отдал журнал проблем что мне. Юрий Семендер хаклавит в книги хаказа. Он дал чак говорит. Тургай дить, не шхалах литературе, хоть не здесь адама пулдарай мастить. То есть Валерий Владимирович утверждает, что ни одна литература без обогащения друг друга самостоятельно развиваться не может. Ну, это примерный перевод, он-то лучше скажет. Действительно и так, потому что он много делает, чтобы мы сближались с нашим народом, чтобы мы понимали. И действительно, у нас сегодня, когда мы из Москвы не всегда находим возможности издавать, как раньше, есть огромная потребность, чтобы мы знали друг друга, знали литературу друг друга, знали культуру. И вот благодаря он, то, что делает такой огромный труд, нам это удается. Вот и ваши тренде, я приезжаю у их проверять шлейф, где хамай пачах урхинджень, другая ушин демерленде. И мы мать пример глаза, так и говорим, если поэт мандите, я совой жирага на джахте, а вот волги турга, тогда девчина, взял поэт сендель. Мы же взял кашния волна, кашния к тебе, урфарах тоящий, чумба доящий. Вот тургай ежебратья и псунамде. Гапта курдарамчина. Утса брат сидит, чупса брат сидит, вище брат сидит. Рахамар питем не дюдурум. Ури шерек перензе брат пузада, он чуня ялнах вижевре. Чунах та шанник вижевре был май, шанник смахсем желающий, шанник кужарузем. Был кадрам пита, те кужарапши земле. Вот ты же где был май, юры видаща. Никак не мар. Тургай милда был натища. Я сказал, дошка, вот кужарвашки, чунаги, мана кужарвашки. Шанба, ну что ну май, кашни пидестрия, шаг собак платит прахма, тамала будет. Ну не галашен, да. Юрий Семендер смахнул чнахташ, пусть поделишь на тамазу на тупсавор деши, шаг пангитина торгашный ушсавулер, узрушне. Ведь как тургай, тем не было хамали индурм, может он поднять шинзем турнащ. Он будет турнащ, он бы туслаш сагаяще, замарай делах перле.
Чинахта был магнит пектемар выдрахтам мага унчун нижамбе. Ича кужарма чешма вот это укшнет бать. Ну то все книги знает говорит. Да тризни халк потниж делить. Кукали вот ращав дерищав дерищав. Вот пин литературно улучшающих медиа, чуваш литературный это именно получение мат по дерищав. И конечно же то, что удается ему благодаря тому, что есть прекрасные люди, хорошие друзья, люди, которые понимают, поддерживают и помогают. И вот в числе них, значит, у нас директор строительной фирмы «Комплекс» Гордеев Валерий Николаевич. И от имени Министерства культуры, министра культуры и так далее, вы знаете, Чувашской Республики, я хочу передать ему благодарственное письмо. Давайте зачитаем. Уважаемый Валерий Николаевич, Министерство культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики выражает вам слова искренней признательности и благодарности за организацию помощи в организации приема гостей на торжественном мероприятии, посвященное открытию года литературы и года касательно наук Чувашской Республики. Презентация книги, изданной народным поэтом Чувашской Республики Тургаем «7 из 7». Желаю вам доброго здоровья, счастья и дальнейших успехов в ваших благородных начинаниях. Действительно, когда есть люди такие, понимающие роль литературы, роль культуры, роль искусства, наше творчество, надеюсь, творчество всех и тургайцев будет процветать. Огромное вам спасибо. Тургай саламат келеді. Шенешенізем, оны жүзем, Масыч Ахмед Матургу. Слово предоставляется гостю, народному поэту Республики Татарстан, лауреату Государственной премии Российской Федерации Республики Татарстан, заслуженному работнику культуры Чувашской Республики Ренату Харису. Пожалуйста. Дорогие друзья, вот я в руках держу не книгу, это книга, однако эта книга является огромным документом, который можно назвать документ, где сердцами 7 народов подписывается документ об укреплении государственности Российской Федерации при помощи литературы. Народ с народом не может разговаривать. Народ с народом не может дружить. Народ с народом не может объясняться. Народ с народом может разговаривать, дружить и объясняться только при помощи литературы и искусства. И вот эта книга, это как раз не перевод Валерия Тургая, поэтов 7 народов и издание этой книги, а разговор 7 народов о дружбе, о России, о своих народах, о своих болях, о своем счастье, о своих заботах. Валерий сказал, что, наверное, говорит, я больше заниматься не буду переводом. Перевод – это такое дело, от которого невозможно отказаться. Это невозможно. Я сам перевел огромное количество произведений поэтов многих стран и многих народов. Я всегда говорю, лучше буду заниматься своим делом, буду писать, но от перевода невозможно отказаться, потому что хочется всегда, любому человеку хочется понять сердце другого народа. При помощи понимания сердца другого народа обогатить себя богатствами духовными, которые накопил этот народ в течение не веков, а в течение тысячелетий. Все в языке, все в книге. Недаром один
мудрец сказал, по-моему, или Гёте, или ну, кто-то из крупнейших, это же энциклопедия мироздания, энциклопедия мироздания. Все здесь. И вот 7 сердец 7 народов в этой книге. Мы, татарские писатели, татарская литературная общественность, не только татарская литературная общественность, но и наше правительство, наше руководство знает Валерия Тургая, любит его, уважает. Он является участником каждого большого праздника нашей республики. Он получает персональное приглашение и всегда бывает почетнейшим гостем нашей республики. Он еще забыл об одной книге. Книга татарского писателя Зарифа Башири «Чуваш кызы Анисе». Повесть. А? Чуваш Кере Анисе. Да, Чуваш Кере Анисе. Есть такая книга, ну просто замечательная повесть. Он взял, нашел переводы, сделал перевод на чувашский язык, в одной обложке издал на татарском и на русском языке эту книгу. С этого началась почти что дружба литературы татарской и чувашской в сердце Тургая. Эта книга была преподнесена вашим президентом, нашему президенту. Об этом все говорили. И с этого момента началось восстановление имени Зарифа Башири, который уже начал забываться. И в этом есть вклад Тургая в становлении, в развитии, укреплении вот таких древних устоев татарской литературы. Я хотел сказать несколько слов, конечно, о Валерии Николаевиче Гордееве. Ну, бывают денежные люди. Деньги всегда греют человека. Деньги всегда помогают человеку быть уверенным в этой жизни. Но с деньгами ведь не уйдешь туда. Там они не нужны. Деньги нужны для того, чтобы твой народ жил. А когда твой народ живет, твой народ тебя будет помнить. Вот Валерий Николаевич уже делает сколько раз доброе дело, вкладывая свои кровные деньги. Это не предприятия государственные, не бюджет. Свои деньги, заработанные своим умом и энергией своего сердца, в книги вкладывает. Вот это уже, наверное, книг 20, наверное, может 15, я точно не знаю. Но всегда, когда появляется новая книга, за этой книгой стоит Валерий Николаевич Гордеев. Я бы хотел поблагодарить пред вами этого выдающегося человека. У нас в Татарстане есть люди намного богаче, чем он. Намного богаче, чем многие в России есть. Но они деньги вкладывают не в книги, а в другие дела. Тоже иногда в добрые дела вкладывают, большие добрые дела вкладывают они. Но книга – это основа основ всего. Это память человека, память человечества, память истории. Валерий Николаевич. Тавсире, тавсире, тавсире. Я у Рената Абы спрашивал, какой все-таки спрашивал в процессе работы, какое ваше стихотворение включить, потому что и раньше я его переводил, и замечательные стихи у Рената Абы, но он попросил в этот сборник включить именно монолог Тополя. У него есть замечательное стихотворение «Монолог Тополя». И был случай, когда Ренат Абы
читал эти стихи в Грозном перед чеченцами, не сепаратистами чеченскими, а теми нормальными чеченцами на стадионе, когда читал на русском языке свое стихотворение, весь стадион встал. Был, это уже исторический факт. И я, конечно же, перевел это стихотворение. Но у нас тополь по-чувашски кирек, вот, но я все-таки согласие Рената Абыть назвал ямра, монология, потому что ямра – это самое любимое дерево у чувашского народа. Ямра монология. Ренат Харис. Анистер Чилиле Тезе Ес Манан Трма Касан Еп Пучлап Саралза Юсме. Енчеде Саралза Юсме Мана Еспить Чармандарзан Еп Пучлап Шарах Юсме. Шара Юсме Дебамазан Мана Ес Табамрин Касан Тымарам Пучля Жорильме. Тымарам Ада Коклазан Епсанан Вильдопру Чинче Вигелеп Дебаргут Юсме. Благодарю. Спасибо. Ренат Харис. Браво. Обрадуюсь. С Республики Татарстан приехала большая делегация. Среди них заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, председатель Союза писателей Республики Татарстан Курбанов Рафис Харисович. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. После Рената Махмудовича уже сказать нечего, потому что он почти мои все мысли выразил в словах. Я просто сказать хочу, я завидую Валерию, потому что он находит время и сам свои стихи, свое творчество не забывает. И вот сколько книг он за несколько лет, год успел переводить и выпустить в свет, за это ему сказать нужно только слова благодарности и пожелать ему самое главное здоровья. Я в прошлый раз, в прошлой встрече обещал выпустить на татарском языке его книгу в этом году. Мы с ним поработаем, обязательно эту книгу сделаем выпуск. Только такое обещание. И мы на Бахмутском пути говорили, мы обязаны перед ним дать ему нашу республиканскую премию имени Державина. Он это заслужил своим трудом перед татарским народом. Это тоже. Здоровья, Валерий. Бигзур Ахмад. Но не могу здесь не прочитать замечательное стихотворение, тем более скоро мы отметим 70-летие нашей Великой Победы, поэта-фронтовика, любимого поэта татарского народа Сибгата Хакима. Он родился, как и Усай, в 1911 году, умер в 1986 году. Вы знаете, в чем еще тут, на мой взгляд, ценность этой книги? Здесь представлены не только стихотворения, но и биографии каждого автора. Вот, и в этом плане, мне кажется, тоже очень много полезной информации в этой книге. Короткая, но емкая, мне кажется, информация. Сибгат Хаким, поэт-фронтовик. Засов, по-русски так называется ее стихотворение. Чавашла Пидоргач. Сага Гуннана Кайзарсон, Юкра Черезе Хисмет. Ирдегаш Кюржизеневал, Пужа Келенча, Кедеть. Пидоргача Саза Панан Туенчак Мучине. Курасымын Кильче Пиде, Хоем Кюржашине. Чук Игамда. Симы Чильчич, Важалилик Тулгарат. Пиде Киве Шарбилече, Саржелель Чинче Вардать. Вчера сапер волбулна, сывал тавр на кильне, корпусне вала заильже, туксадача кучумне, сида шеля юрна щиля, шельна, шапшиле пайдах, кебевзет манчухлыхывна, камбрит, пельмес памларах. Генерал машины не был, пулдар ожрах тезе, кешеле шалдан кукларе,
Пурдет точиш талензе, тем де бурна, чанда бурна, усинегна гурман. Щучки сюк, перелинчевал, кильно возиран канма. Кильно, савок, юра, тасаяном чухне, ебеле хаят, идлере, чиберскер у воскине. Пидоргач, коллег со спача, шель, шокланча щинчев, чимкачим, выртмаси тексом, щинбенки ураинче. Аранах мучила планч, манч, азапне, шоба, нанчит место натованом, нанчен живот мицанба, хальтурраю, телевешка, дюрадаща паризем, мамбергия, калежага, вильна волшонза, тезе. Сигарея, щебыстарача, хойжуня, черкезене, Тимот Пидоргач, хальволда, кирлымарача сене, щиевдень парба, хупланна, кива Пидоргач коштах, алга учмавал хадер, кюршезел, езир, почта, Сикбар Хаким. Совсем недавно в этом большом зале у нас прошел литературный вечер. Литературный вечер, посвященный юбилею Виталия Петровича Станьяла, кандидата филологических наук, лауреата премии имени Михаила Сеспеля, педагога. Виталий Петрович, пожалуйста, вам слово. Дорогие гости, это замечательно, что литературный год России и год Иванова от Чувашстану начинается презентацией книги «Дружбы» поволжской литературы. Валерий хорошо сказал, такой книги в чувашской литературе не было. Но гости могут понять, что у нас перевод, до этого не было. Были чувашский перевод, переводческая школа сильная, богатая. А еще Сеспель переводил украинских, русских поэтов. Узангай выпустил книгу «План Зазем», охватив весь Советский Союз. Но такой книги именно в таком формате, в таком оформлении не было. В этом плане он прав. Год Иванова, литературный год России, нас обязывает, конечно, усилить работу союзов писателей. У нас все еще несколько союзов писателей. В Башкирии, по-моему, нет. Они бедные. В Татарии тоже, по-моему, нет. Тоже бедные. Но эти три союза должны запрячься и как тройка должны пройтись по всем литературным местам, чувашским литературным местам России. На западе лежит Сеспин. Ты там много раз был, Валерий, когда еще не был Тургаем, а Воробьевым был. На востоке лежат Георгий Далмурза на Бурее, на Баме первом, до войны еще строили. Арсентий Андреев, чуть старше, вашего поколения, на Сахалине лежит. На севере Федот Сита, редактор фронтовой газеты, Кистюк Кольцов, а на юге Федор Павлов, классик все-таки чувашской музыки и литературы. В Сочи надо по их местам пойти, найти, могилы привести в порядок, и в видных местах надо мемориальные доски вывесить. Чуваши во всем мире, я не первый раз это говорю, и надо поклониться им. Если своих верных сыновей забывает народ, то он не народ уже. Но и к этому сразу прибавляется и то, что все братские литературы стали чувашскими. Вот я сейчас книгу открываю, посмотрю. Так, уже говорить о марийской литературе просто кратко невозможно. Вот начиная от Чавайна, они чувашскую литературу знали, они не выходили из Чебоксарья, но Чебоксар живут марийские писатели. Альбертина Ивановна, я помню, она девушка еще приезжала в Чебоксары на Сеспельские форумы. Красавица девушка, а сейчас немного так.
заново не гоняется. Вот. Теперь мордовские поэты-писатели. Иван Пеняев, он в Чебоксарах работал, советский чувашей, шла дивизия вперед, он идет чувашей, описывает в своей книге. Башкирский уже говорить нельзя, Бажит Гафури по бабушке, по материнской бабушке чуваш, он из Хурамала, бабуля, Кугамай. Вот это мы не молчим, а другие бы за это ухватились, бы говорили, что Гафури не только татарский, башкирский, но и чувашский, можно сказать. Не зря Мусай с ним дружил. Да Мусай Карим, все это. Теперь, татарский поэзия, я считаю, что Ренат Харрисон вообще не только в Кажа родился, он вообще уж чувашом стал. Я уже сколько раз его Чебоксар слышал. Но он хорошо сейчас поклонился от нашего имени, у нас своего ума не хватает, Валерию Гордееву. Спонсор, сколько раз он помогал, и сесть плюс, дом поставил, и книги издал. Вот. Мы Хариса Рената сами должны отблагодарить за то, что чувашский литератур поднимает, Татарстан и Чувашстан объединяет. Мы должны поклониться и что-то такое значительное надо делать, не только премии сесть туда. Все сделали достаточно. Я в долгу перед чувашской литературой. Кузебай Герд еще до ареста интересовался наш СПИ. Я случайно наткнулся, когда в аспирантуре учился, на статью Красной Чувашии. Он не слышал о Иванове, что такое, он просит письмо, чтобы дружбу завести. Короче, так, в общем, а Михаил Петров, Киви Султан, на чувашском звучит прочее. Так что в России лежат, на всей территории России чувашские поэты лежат и живут, и всероссийские литераторы, поэты, писатели у нас звенят хорошо. Еще другое предложение у меня. Надо бы издать вот такую книгу-антологию, хорошо назвали это книга-антология, это память вечная, издать на всех тех языках, в том числе и на бурятском, и на калмыцком, и на всех этих поволжских, хотя бы с таким прямым назначением для студентов. Преподаем много лет литература народов России, там раньше СССР было, как учебник хрестоматии. Вот на чувашском они звучат, на чувашском. У татар, на татарском и эти же другие, сами классические, в той программе, ну добавить надо, и это было бы очень замечательным, и вынуждал бы еще изучать и знать. Здесь 7 народов, короче, 7 народов, по 7 поэтов-писателей, 7 на 7 сколько будет? 49. А ты сам, Тургай, 50-й. 50-й ты здесь. Это уже памятник. Поклон тебе, спасибо. Как ты говорил в тот раз, один человек много делает, вот ты много делаешь. Объединяй, пока есть энергия, и двигай, чтоб за тобой еще рать поднялась таких боевых. А то у нас все-таки чувашские писатели заснули, разбудить их надо. Вот это твоя миссия. Спасибо. Слово предоставляется самому дальнему гостю из Республики Коми, Облесковой Нине Александровне. Поэтессе, пожалуйста. Нина просто герой. Вы понимаете, в зимних условиях приехать из Сыктывкара специально на наш праздник. Вы понимаете, это героиня. Аплодисменты. Валерий, она приехала как на юг. Здравствуйте, видеолами, Милок Тазывылыч, Сыктывкарыч, Коми Республикач. Там локтем до сейчас автобусом Кыммим до Кыммим. Здравствуйте, я приехала из Сыктывкара, Республика Коми. Мы сегодня со вчерашнего дня ехали 15 часов в холодном автобусе. Вот, но сейчас мы согрелись, Рая тоже очень приехала замерзшая. И очень приятно, что мы вот как-то быстро стали теплым обратно. То есть, наверное, это ваша земля каким-то образом встречает гостей. Спасибо вам большое за вашу землю. Когда Валера, можно так назвать, да, Валера?
когда Вера обратился ко мне, может ли помочь мне в составлении коми блока книги, сразу возникает вопрос, кого включать. Правда, те, кто занимается этим, сразу знают. Потому что литература огромная. Потому что литература ведет свои истоки с XIV века. Поэтому из стольких столетий выбрать что-то очень было сложно. Я выслала Валерию несколько еще, больше стихов, и он выбрал именно те, которые, видимо, по душе. У нас есть один поэт, Галина Васильевна Бутырева, она говорит, я перевожу только то, что написала бы сама. В этом, наверное, что-то есть, да? Насчет желания переводить на язык, она возникает очень часто. Я недавно прочитала Платонова «Джан», это великолепно гениальнейшее произведение. Я несколько недель ходила с мыслью, что надо перевести, и с мыслью о том, что это не перевести. То есть не все можно переводить, к сожалению, хотя очень бы хотелось. Но то, что можно, мы стараемся, конечно, переводить. Потому что, ничего греха таить, да? Мы, в принципе, литературу друг друга знаем, немного. Может, классиков знаем, может, там что-то еще, но думаю, что чувашские читатели знают, может, по-волжье. Я очень надеюсь, что издана эта книга, спасибо Валерию Владимировичу, поможет узнать вашим хотя бы студентам, да, что есть такая земля Коми, что они живут хорошие люди, они пишут стихи, и не только стихи, да. По этим 7 стихам, может быть, они как-то представят наш народ, а возможно, его и полюбят. Вот. Коли приехал, то без стихов чтения я, наверное, не уйду. Только буду читать на каком языке. Кто поймет, тот поймет. Так, у меня вышло вот такое вот недавно, 5 лет назад, уже 4 года назад. Я называю его 4-томником, потому что здесь такие вот маленькие 4 книжки, они изданы по годам. Правда, тома хорошие, правда ведь? Большие тома, большая разница. Так, что почитать из этих томов. Я почитать можно что-то из ранних, я буду. У меня, наверное, здесь стихотворение мое, по-чувашски, может, почитать первое. Почитай, потом я буду читать. Нина Обрезкова. Мадам, какие информации? Нина Александровна Обрезкова, Пиндина Кузерут Мобилит Машурги, Марден Вунбек Розенче, Коми АССР, Удор района Джи, Кослан, я поел даже равно. Потому что удан Берензе Дуксан, линотипист Асфалтирала Ина, удан Сыктывкарды, Паршалов университет Джи, филология факультет Джи, Коми уир мне Берензе Духна, тогда и тыде. Пидекаске Ганасова, Аджахта Шедевр. Пызык, Шин, Пуза, Тавранзасан, Кильне, Чидеде Гумбековр. Пашканмешкан Анман, Шулюмар, Пиреналов, Тайбушна, Алакран, Кенеджух. Спасибо, что принесете. Стихотворение как-то мне стало длиннее, чем было у меня. Сейчас я почитаю свое. Коркалок Тангорта, Уджидморта, Самон Пырига Дензураш, Менеджес Бельди для, Горта Пырик, Юрта Копыр. Короче, правда? Что еще почитать? Что почитать? А люби почитаем. Кусьян, пужан тередлова, куфтан текет ула, кусьян толен лова, самонкут на меня уйти. Кусьян, ходила милова, меня суджа. Стихи у меня в основном короткие, и в основном я пишу белые стихи. Но с недавнего времени мне стало нравиться, как называется, гнездовой способ посадки картофеля, я так называю, стихи классики. То есть стало интересно в том плане, насколько подвластно писателю, поэту слова, которые живут сами по себе, мысли, которые живут сами по себе, без нас, удастся ли как-то в какую-то форму вот это все воплотить. То есть не просто так, как ветер, да, гуляет в стихах, а вот именно какую-то классику. Получается, но правда не всегда. У нашего первого поэта Куратова получалось гораздо лучше. И еще по поводу книги этой. Я долго говорю, вы мне скажите, что хватит. В этой книге, что меня сегодня первое, что меня удивило и обрадовало, что на обложке книги изображены фотографии памятников, основоположников литературы. Я правильно понимаю, да? Самые. Да, стоит основоположник нашей литературы Иван Алексеевич Куратов, который начал эту литературу, в принципе, в XIX веке, да, и слава Богу, что она не погасла в какие-то времена сложные. Сейчас у нас достаточно много писателей, которые все пишут на каком языке. У нас активно работает молодая поросль, так назовем, да, молодые, которым помогают, разумеется, в связи писатели, помогаем мы более старшие братья и сестры. И замечательно, что они пишут.
Но у нас проблема большая, что у нас нет молодых ребят, писателей. То есть, ну, значит, они не хотят пока миру ведать о своих делах. Вот. И я еще последнее хочу сказать. Я работаю в Финно-Угорском центре, культурном центре Российской Федерации. У нас в Сыктывкаре есть такой центр, и там есть на сайте рубрика «Логос». Куда мы собираем финно-угорские, и уже не только финно-угорские, литературы, то есть произведения писателей. Там есть и произведения Альбертины, есть и Раи Орловой, и, наверное, будет сейчас Валерия другая, да. И мы занимаемся не только литературой, у нас очень много направлений. Я привезла из нашего центра подарки. Я не знаю, как это будет выглядеть, да? То есть, что у нас, вот у нас вот это был семинар литературных переводчиков. И вот по этому семинару вышла книга. Здесь очень много тоже народов. И такие взаимопереводы, они, я думаю, что тоже нужны. И вот тут у нас наш центр снимает диски, снимает вернее фильмы. Например, «Ханка, значит, человек», да? Удмурты, да. Ну, у каждого фильма свое название. Вот давайте меня снимать. Вот это все я вам хочу подарить, Владимир Владимирович. Или вам, или там, в общем, сами разберетесь, что куда кому. Спасибо огромное. У нас теперь такой справочник финно-угорские и самогийские народы, это культурное многообразие России. То есть так краткий справочник. Вот это все вам. Учитесь. Спасибо. Можно, да? Конечно. Я даже написала. Пусть Да. прочту. Хорошо. Пожалуйста. Это Рая Орлова. Солнце Мордовии. Дорогие друзья, во-первых, прошу прощения, я не знаю, сколько мне времени для выступления. Я очень рада встретиться с Альбертиной, с Ниной и со всеми вами. Я смотрю в зал на вас, уважаемые, на нашу золотую молодежь, золотую, которая в библиотеках. А я знаю, что вот эти дворцы молодежью сейчас посещаются, ну, скажем, ну не так часто, как бы хотелось, да? И я вас уверяю, что в мире нет ничего прекраснее книг. В детстве вот жаль, что мало времени, как мне казалось, деревенской девочке приходилось проводить в библиотеках, хотя на тот момент я была частым посетителем, мне просто приходилось вгонять в библиотеки. В общем, вот эта жажда по прекрасному, по красоте, вот только здесь, в библиотеке, среди книг можно ее утолить. А какие были книги? Они учили нас жить. Я помню, на опушке леса у нас был свой изумрудный город. У нас были свои принцессы на горошинах, у нас были свои Тимуры, была своя команда. И сейчас, когда мне приходится выступать, я с удовольствием хожу выступать, читать стихи в школы, в детские сады, в университет, в институт. Насколько мне хватает сил, я всегда молодым людям говорю: пожалуйста, читайте книги. Я знаю, что вот когда я читала в детстве мордовских поэтов, Безбородова, Девина, великих Пушкина, Лермонтова, Гамзатова, Цветаеву и Ахматову, то я переносилась вот в удивительный мир поэзии. Я тогда и представить не могла, что когда-нибудь, я не могла предугадать свое предназначение, что когда-нибудь я стану поэтом, я буду писать стихи, я буду читать стихи, и люди будут меня слушать. Мне очень трудно говорить перед такой близкой аудиторией, и я так волнуюсь, потому что я первый раз вижу Альбертину, хотя наша книга 4 финно-угорские поэтессы, и если я сегодня буду говорить, читать стихи на мордовском окшем языке, то я буду читать стихи Альбертины. Вот как звучат стихи Альбертины Ивановой на вакшанском языке. И дне сюды, мастрелакс нюрямнис, ванни манзутонец, как кафель где дней шабат, лампама оннец. И дня сюды,
и пек ичка зенякианца, пек виитавос, сюдеми, тиемна азерт океан ведь траванц, перевянцит палсиус, и днесь уды, киньбадикеца нолдов ракетой срады, терахманс, солой и пизил с пустыня самады, и днесь уды, антик ичка сдекулес, тельковой пайк не шанс пикс, а пади явтани нейсы сон бунстанца и шклякинца. А это стихи Нинавресковой, годы поэта. Молкуцан, лечили свалган сая, сисев пикстон, китный яд, нинвеца штая, течи куцта флесян, ваймовца вайми, течи монкуцан, монтечи вайма. Это Нинавресковая была. Сегодня, празднуя рождение книги 77, я хочу поблагодарить вас, Валерий Николаевич, вас, Валерий Владимирович, и весь, наверное, чувашский народ, и за этот огромный труд, за материальную поддержку. Мне посчастливилось переводить многих поэтов, но чувашских поэтов ни разу еще не приходилось переводить. Хатит Акташа переводила, Камиля Тангалычева переводила его ливы, Владимира Тимина, Ивана Куратова, многих-многих, и Есенина, и Пушкина. Нет, я не хвалюсь. Я просто хочу сказать, что своих стихов я не перевожу никогда. Вот не перевожу. Они у меня рождаются свободными. У них есть два крыла. Также я люблю ордовский язык, макшанский. Русский люблю. Я дорожу ими. И сейчас я прочитаю одно стихотворение на русском языке из этой книги. Она только вышла, «Письма странницы» называется. Она на русском языке, тут нет переводов. Ведь важно, как человек скажет, а словом мы знаем крылья. А поэты, мы знаем, они всегда говорят о вольном, о свободном. Они говорят сегодня для сегодняшнего читателя. И в то же время они знают, что это на все времена, поэтому на нас лежит какая-то личная ответственность за каждое сказанное слово, даже за каждую заметку. Как-то при жизни я отцу мало стихов посвящала, больше маме, матери. А когда его не стало, я издала вот эту книгу. Здесь мои стихи на мордовском языке и переводы. А почему переводы? Потому что к пати от крылья. Потому что среди стихов поэтов, вернее, мы многонациональный народ, как сказать. Вот видите, как я волнуюсь. Лучше надо читать стихи, а не говорить прозой. Я прочитаю одно стихотворение, называется «Медицинская сестра». Медицинская сестра, милосердие сестра, и мила, и добродушна, и прекрасна, как весна. Кто сестрой зовет, кто дочкой, вся в заботах до зари. Медицинская сестра, отдохни, поговорим. Здесь лечился отец мой, отец-фронтовик. Нет, 3 года его, это вечность или миг. В этом доме лечиться доводилось ему. В этот дом мы гурьбой приходили к нему. В этот госпиталь внуки приходили к нему. Как был рад им, подросшим по одному, их сажал на колени. По-мужски руки жал, руки жал, слез не мог удержать, когда их провожал. Этот госпиталь, помню, 65-ю победу весну, для него у Виктории красный тюрбан, весь пропитанный кровью солдатской из ран. Дорогой мой солдат и отец мой родной, самый лучший на свете, Боже ты мой, и теперь, вспоминая тебя, каждый раз вспоминаю всех ушедших от нас, но оставшихся в нас, чтобы жизни очаг никогда не погас. Будут солнце и звезды с изголовья гореть, всех солдат будем песни о родине петь. Как давно, мой отец, отгремели бои, но герои войны, одногодки мои, ветераны войны, страшно, наши сыны
И сегодня война отравляет нам сны медицинской сестры, милосердие сестры, руки, лебедя, крылья, нежны и быстры. Тишина подошла, нам уютно твоим. Сядь, сестра, отдохни, поговорим. Спасибо вам большое. Я хочу пожелать всем творящим, мастерам слова, много добра, веры, надежды и любви. И стихотворение о любви. А мы знаем, любовь — это Бог, любовь — это жизнь, любовь — это все. Любовь — река. Любовь — река, чиста, как хлеб, как свет, как истина, как память, как завет. О, дар небес, ей миллионы лет, но скверны в ней, преступной даже нет. Какое преступление любить? Прекраснее любви, что может быть? Все помнить, никого не позабыть, простить за нелюбовь и вновь любить. Пить, пить, позволь мне, грешный, пригубить живой воды твоих ладоней рек. Становится бессмертным человек за дар любить, любовью дрожить, жить, жить. Как хочется с тобою жить на самой лучшей из планет за то, что так любить меня не смог никто. Мне никого не довелось любить. Течет река, моей любви река, ты опусти в нее свою ладонь, пусть пламя вечное, любви огонь, благослови родные берега. Рая Орлова. Аплодисменты. Она специально приехала из Саранска на наш праздник. Рая Орлова. У нас в гостях депутат Государственного совета Чувашской республики, председатель Чувашского национального конгресса Николай Васильевич. Президент Чувашского национального конгресса Угастов Николай Васильевич. Пожалуйста, вам слово. Федорович, извините. Тогда Махмановжан, Вырыгун Болдара, Изепля Тусем, Каназем, Сырье Пузырада, Чуваш нации конгрессен день, Тюнтерелен Кирилл Салам, тогда Синеренди Синезем Тумазунада. Дорогие друзья, гости, примите самые искренние пожелания, поздравления от Чувашского национального конгресса. Очень здорово. Год начался именно вот со встречи, это очень здорово. Вот я сидел и вспоминал свое детство. Для меня, например, всегда было самые уважаемые люди. Это учителя, вот, писатели, поэты, артисты. То есть те составляющие культуры нации, это самые были для меня уважаемые люди. Я помню, здесь я тоже стихи пытался писать так, но они иногда получались, не совсем. Но вот потом жизнь так получается, наверное, прежде всего от самого человека зависит. У кого-то, может, это есть талант. Одним словом, это вы здесь, скажем, таланты здесь, именно лучшая часть общества. И от нас, от вас, от нас всех очень здорово зависит дальнейшее развитие как литературы, искусства и культуры в целом. Низкий поклон вам за то, что вы есть. Вы знаете, мне хочется, чтобы вы почаще встречались. Пусть это начало года первой встречи были. И сообща всегда можно больше делать, согласитесь. Мы россияне, и, как говорят, не русские я, но и россияне. Россияне, мы с вами, как великий, большой красивый букет, где мы с вами являемся цветками этого большого букета. Все мы разные, но мы вот, все мы в одном букете, в одной связке, и поодиночке цветок ничего не стоит, ветер сдунет, и цветка нету. Но когда мы в большом букете, букет был и красивее, и содержательнее, и дольше будет
жить и сохраняться, а потом и плоды будут. Я считаю, что вот этот союз дальше надо укреплять, и нужно даже много сделать. Немножко вот, каждое мнение субъективно, мое мнение такое, конечно же, последние, может быть и раньше уже это было, может в 80-х годах, немножко ослабло вот это внимание, скажем, или же вообще деятельность вот, в области литературы, поэзии, искусства. Мы чем взрослее становимся, тем нам всем понятнее становится о том, что если в целом взять, если мы хотим быть эффективнее, надо повышать культуру, повышать именно интеллектуальные способности, интеллектуал общества надо поднимать. Вот, тогда будет и эффективность в обществе, эффективность в производстве, в экономике эффективности будет. Эффективность напрямую зависит от культуры общества. Какое общество более культурное, более образованное, более интеллектуальное, у него и эффективность в производстве больше. Это напрямую, это уже наукой доказано. Поэтому, если мы хотим, Россия была великой, мы вот именно надо развиваться многогранно, а может, это и понятно, надо повышать, надо активизировать работу в отрасли, в искусстве, культуре, литературе. И, конечно же, это через образовательное. По-другому говоря, образование, обратите внимание, медицину, это фундаментально, который нам даст, и, скажем, если мы хотим быть конкурентными. Образованный человек, культурный человек, он найдет всегда место в жизни. Вы можете, я отклонился от темы, вы меня извините. Вот, и поэтому у нас с вами большая надежда, и я уверен, мы можем многое сделать. И, конечно же, я бы хотел, больше всего мы обратили на подрастающее поколение, прежде всего. Вот только что сказали, какие корни, зри в корень говорят, да, как Казмат Куликов, зри в корень. Какие корни, такие будут сходы, да. Вот. Я бы хотел видеть в литературе именно больше позитивного для воспитания подрастающего поколения, чтобы мы должны на лучших примерах воспитывать. То есть мне, например, не хочется слышать, что вот чуваши вечно в лаптях ходили. Не так это было. Это временно было. Всегда бывает как падение и подъемы, как самой неравномерно, как сама природа. Не бывает вот так ровно, да, как бывает падение, но после большого падения должен быть и большой подъем должен быть. То есть если чувашская нация своей, так сказать, экономики и так далее, нас довели до лаптей когда-то, мы должны соразмерно и большой подъем мы должны. И все другие народы тоже. Если вот такое, значит, было, но мы должны уже оттолкнуться от низа и вверх должны пойти. И со скоростью, поэтому, и вы знаете, движение зависит от многих факторов. И вот эта культура, и искусство, и литература, прежде всего, это дает, как говорится, внутреннюю энергию. Вот как раз я бы хотел, вы энергетиками были, чтобы для подрастающего поколения. И подрастающее поколение, я считаю, что только исключительно на примерах можно воспитать. Заставлять что-то делать вряд ли что получится, потому что вообще человеческую, вообще природа, как сама природа, человек это часть природы, а природе свойственно хаотичное движение, анархия. Согласитесь? А вот чтобы быть направленным движением, это вот как раз и культура нас должна направлять, направленном движении, дать внутреннюю энергетику и воспитание подрастающего поколения. А дети ведь они рождаются неплохими. Потом, если мы говорим, вот молодежь там не так, они потом становятся, а они на какой почве? На той почве, то уже которая есть, да? И мы вот должны создавать такую почву, чтобы именно молодежь был, скажем, достойным своим предкам.
Вот. Николай Федорович, извините, пожалуйста. У нас времени мало. Все, спасибо, больше говорить не буду. И в итоге, я вам же всех желаю хорошего настроения, вдохновения, новых творческих успехов. И приезжайте почаще в Чувашию, и вас санаторий Чувашии всегда вас ждет. Значит так, как один из там, скажем так, собственников, я могу сказать, давайте сделаем так, значит, вот литераторам или, скажем, писателям, поэтам будем делать скидку. И вы с собой тащите тоже, еще тащите, чтобы место встречи было, чтобы им и здоровье поправили. Знаете как, хороший на природе вдохновение приходит, и хорошие мысли в голову приходят. Так что вот так. Мы всегда вас ждем. Спасибо большое, что вы есть. И новых совместных встреч, и новых достижений. Спасибо. Спасибо большое. В зале у нас присутствуют библиотечные работники, которые приехали на открытие форума литературы. Уважаемые коллеги, мы вас просим поехать в театр оперы. Писатели, везде лежат. Через Спасибо большое. экономии местные нельзя через конгресс вот этот вопрос поднять, нельзя. Виталий Петрович, молодая Да все можно. Давайте встречаться и обсуждать, в чем все можно. Все можно. Все просто можно. Спасибо. Спасибо большое. У нас в гостях представитель малийского народа. Мы уже много говорили о ней. Альбертина Петровна Иванова, директор издательского дома. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, дорогие друзья, коллеги и просто добрые соседи. Я знаю, что нас ждет другое мероприятие, постараюсь быть очень краткой, хотя очень хочется поговорить, очень хочется видеть ваши глаза, общаться. Для меня вот это приглашение на этот праздник было очень неожиданным дома, и настолько же радостные чувства сейчас охватывают, что мы вас видим, что мы вас узнаем, хотя вот уже сказали, что меня перестают узнавать чуваши. Но будем больше общаться. Дело в том, что переводческая работа, она очень благодарная работа, хотя очень сложная. Да? Я знаю об этом, потому что сама занимаюсь переводческой деятельностью. Когда вдруг стало скучно жить, и когда вдруг стала я бояться открывать душу, разговаривать с читателем, как сама свою душу, я тогда обратилась к переводческой работе и таким образом себя сохранила, можно сказать, в литературе. Я выпустила 8 книг эстонских поэтов в переводе на марийский язык, венгерских поэтов перевела, одну книгу финскую поэтессу перевела. И вот я сейчас хочу вам показать вот такой цикл, что ли, мы выпустили с моими подругами, красавицами. Я обнаружила, что они с годами лучше становятся сегодня. Мы выпустили 4 книги. Удмуртка, Мордовка, да, 4-томник. Удмуртка, Мордовка, Маринка и Коми. Эта книга, наши стихи на 4 языках. В каждой книге представлены 4 поэтессы со своим великим, богатым, талантливым языком. Я хочу эту книгу подарить сейчас. И еще одну книгу хочу подарить. Эта книга моя вышла в Венгрии. Вы можете пока сядете, я еще должна прийти. Эта книга вышла в Венгрии на марийском, венгерском, немецком и французском языках. И здесь, значит, марийская часть, она представлена еще диском. Кстати, в этом диске есть то стихотворение, которое включено в эту книгу уже на марийском языке. Можете послушать, как это по-марийски звучит. В этой книге я прочитаю одно стихотворение, которое включено в эту книгу. «Шишпукам адак пиктат салмаште, дан минут меня, что баштал, тач молокаек муромаште, шишпукук ему шижал». Но ерла тюня пустанше, мишкуртеми мундал ешерла, капкал йод млами реку малше, и лыштырса рушеных перла. Это стихотворение о том, что в наш век, когда культура и коммерция рядышком идут, начинает жарить соловья на сковороде. Соловья — это значит наш язык, нашу культуру, нашу литературу. Это стихотворение о том, что сытость желудка, она не спасет наш народ. И
вот эти наши взаимные переводы, когда мы друг друга переводим, когда мы друг друга читаем, когда мы встречаемся, общаемся, это как раз противодействует тому, чтобы наших соловьев, чтобы наши соловьи не жарились на сковороде, чтобы мы сохранились, чтобы мы знали друг друга. Таким образом мы становимся сильнее, богаче. Как-то я спросила эстонского поэта Арво Валтона, для чего вам нужны наши книги на эстонском языке? Вы так много их переводите, вы столько средств на это тратите. Какой интерес? И он сказал, знаешь, без вас мы малочисленный эстонский народ, а с вами мы большие, сильные. И пусть наш малочисленный народ знает об этом, что он вот не один там, а в большой группе. Вот после этой книги я стала чувствовать, что я опять не одна. Было время, когда мы дружили, было время, когда мы начали скучать о том, что мы не встречаемся. Наступило время, когда мы стали привыкать к тому, что мы разобщенные. А сейчас время повернулось к нам другим лицом благодаря Тургаеву. И по-марийски Тургай рифмуется со словом Туригай. Это значит, как жаворонок. Я вам хочу пожелать такого же солнечного света, высоты полета и утренней надежды и неутомимости, как у жаворонка. И эту книгу тоже хочу всем больших успехов в творчестве, надежды и силы. Альбертина Иванова. Альбертина Петровна Иванова, педагог журнала «Траппа судья» Августин Губернажите, Мари Айсасарнчи, Куженер Райганчи, Шойдум, Ялта Шравна, педагог Шарчикмачи Чемшуда, Мари Патшалық университетінің Чемберензерухна, педагог Шарчикмазак Мусудада, Мари радиокорреспонденция, тогда редактор Гузасена, педагог Шарчикмазак Шуда, Ончика журнала «Эштемегушна». Пиндия тоже согнута, и Пиндия Вищего Шуданчем, Мари, Телеби издательства, редактора, директора, и Пиндия Вищего Шуданба, Ото издательства Шуджин, директора, Пиндия тоже Шуданба, Шуданба, Мариел, Суоми, общество председателя, Таля Пытырия, Халя Альбертина Иванова, Перехала Гансилов Тузен, поэтпа Тура Якласаби, поэтпа Тура. Эй, Тура, Тильмалет Чундан поэт, Ес нәнзен тунса харчине учса, мана шын юра, чун наргамышне, парадын тұрышса, шине тұрса. Шав юра кечеман порнышыма, чунчилине кассада кисретсе, халь порнышым азап тәтерткіна, кыштапкіна таргашын, шелезем, щук шеленестен тура есмана, савадын хышук не ютлаши деух, хышук мана судаши тузымзем, хышук тәтбулдарадын виленбе, илгет поедак тура куравне. Поэт Келин кунжулы жавлашкал, хюделемет елюн тәнченне, адны женес канза Куран сақал, пояны спить, чухынныне пула, жылдақ шуғадын канды пұрынзан, ей туры тарқасла чыңдан поэт, питканлы пұрынмаштын анбарзан. Браво! Сейчас слово имеет Володя Козлов, мой большой друг. Мы с ним ездили и будем еще ездить по Мариэл. Мы были в Маркинском районе, в Йошкар-Оле мы открывали мемориальные доски. Это большой друг чувашского народа, большой умница. Он и литературовед, он и публицист, и он и общественный деятель. То есть нету современной марийской культуры и всего марийского народа без Владимира Козлова. Приветствуем. Владимир Козлов, Йошкар-Ола. Оракече, салам. Очень радостно, а может немножко горчительно, что не открыв у себя в республике год литературы, мы уже приглашены в Чувашьен, в республику Чувашию. Мы благодарим, что это не без повода, это послужило большой повод
что 7 народов представлены чувашскому читателю. Я как-то последние дни посмотрел, что обозначает слово «литература». Это, оказывается, то, что написано. К большому сожалению, окончив такой институт, я никогда на это не обращал, хотя я читал литературоведческие словари и все остальное. Я думаю, что к тому, что вы сказали, я добавлю тем, преподнесу нашу работу. К сожалению, я меньше работаю как писатель, больше работаю как издатель. И сегодня я рад видеть тех людей, с которыми долгие-долгие годы мы идем вперед, создавая что-то хорошее, что-то нужное, и то, что останется в виде литературы. Я хочу преподнести вот эту книгу Черемисы, которая вышла 125 лет тому назад, и мы сумели переиздать при поддержке «Культуры России», такой программы, Валерию Тургаю. Также хочу преподнести, я думаю, что голос хватит, да? Да. Преподнести календарь с изображением нашего марийского национального героя Чумбулата. Это на берегу реки, прекрасной реки Немды, приток Вятки. Так что вся наша история идет и по Волге, и по Вятке. Похож на Валерия Тургая? И теперь я буду краток и хочу преподнести свои издания. Я благодарю Бога и тех, кто нам помогает. Вот сегодня фамилия Гордеев звучит. У марийцев есть тоже такие же Гордеевы, Ивановы и Петровы. Но есть те, которые нам помогают, и Финляндия, и Эстония. Пусть этого не будет, ничего такого страшного в этом нет, и мы не видим ничего плохого. Если при помощи финнов же мы сумели издавать немало, если не очень много книг на марийском языке. Я хочу преподнести, чтобы в этом прекрасном здании нашлись марийцы, не только на русском языке читать Черемис, да? Это могут и все читать, чтобы на марийском языке такие прекрасные повести, как «Качетань», «Шимкалда скрипка Шоптеш», это большой, но пока еще он недавно ушел и никак не поворачивается язык сказать великим, большой писатель с большой буквы Александров Арсак. Я хотел бы сюда пригласить директора и не тянуть время, или представителя. И только еще одно добавлю. Вот это наш очень любимейший артист, актер, который дружил с чувашскими актерами. Самые близкие у нас отношения всегда были в отношении культуры, искусства и литературы. И я его с детства помню как Кусяка из пьесы «Васянки», «Кайкан Ивана». Мы считали, что это марийская пьеса, марийский спектакль. И один из прекраснейших – это Геннадий Романович Копцев. Для библиотеки. Спасибо большое. Браво. Браво. Спасибо, Володя, Лайк. Здесь, между прочим, присутствует один человек, наш известный драматург, прозаик, чью пьесу недавно поставили в Йошкар-Оле в театре имени Скетана. Это Арсений Тарасов. Арсений, когда цель Дагайшем. Вот это здорово, вот это вот наша творческая дружба, это дружба наших культур, наших литератур. Только так мы можем укреплять нашу Россию. Прав, как всегда, Ренат Харис. А сейчас я хочу прочитать стихотворение выдающегося марийского поэта Валентина Колумба, который учился в Москве в литературном институте, на высших литературных курсах вместе с Алексеем Воробьевым.
в литературном институте. Валентин Колумб, к сожалению, очень мало жил, родился в 1935, умер в 1974 году. Очень любил Чувашию, часто к нам приезжал. Замечательное, очень мелодичное стихотворение. Пинь-бинь жепля чаражам, симес пусла чаражам, курна сиве тавалез, курна ожа шарагез, ты дармастарес хавна, савдармастарес хавна, тогна шуркерегез, ховдахаль шапшурез, санмель гюдехов белех, кадир бевал парбелех, пида шонновал, шонзандер геновал, перинже хиренжижит, чарашкуджен хидарлет, ожонзар рашен вал, саманзар рашен вал, шура кера кирелет, ирексерен кирелет, ирелектек, ирельдер, кунжа битхур ламавар, перинже хиренжижит, чараштуме хемлелет, шура керксар юзам, урахтум тумланавар. Валентин Колумб, выдающийся сомалийский поэт. Спасибо, Валерий Владимирович. Сейчас слово предоставляем доктору филологических наук Юрию Михайловичу, профессору Чувашского государственного университета Артемьеву Юрию Михайловичу. Пожалуйста. Это после таких пронзительно, таких очень ярких, таких емких оценок трудно мне, конечно, просто сидя здесь экспромтом. Ну, для меня, в общем-то, как филолога, как литературного критика, очень мало имен незнакомых. Ну, то есть классика вот это вот. Важно то, что вы с таким, с тонким вкусом отобрали, выбрали. Мне кажется, случайного ничего здесь нет. Это очень сложно было втиснуть вот в такие рамки. Столько авторов и еще, так сказать, по одному стихотворению. Это очень трудно, конечно же, но для этого надо быть Тургаевым, конечно. Я понимаю, безусловно. Другой вряд ли это смог бы сделать. Ну, мне важно, как литературному критику, я же говорю, вот здесь отобрано из каждой литературы, может быть, действительно, вот золотые крупинки. Очень мало, вот, но они, вот эти вещи, они очень емкие. Я даже не литературовед. В чем отличие литературоведа от критика? Критик говорит на навозную кучу, так сказать. А литературовед говорит, зачем? Там сюжет есть, там, говорит, фабула есть. Литературовед начинает все изучать, для него все. Вот этим отличается. А мне важно вот то, что все-таки они с точки зрения формы, отточенные стихи, очень емкие и, ну тут и большие, конечно, длинные невозможно, безусловно, по объему, ну и, конечно же, проблематика. Проблематика, идея, здесь идея дружбы еще вот, все это не упущено, очень важно. Это вот Пушкин назвал почтовыми лошадьми, что ли, да, переводчиков примерно. Вот эта мысль очень важная. Вот каждый переводчик, каждый поэт и через переводчика работает на дружбу народов, на сближение вот нас, всех народов. И я особенно хочу благодарить тех, кто здесь сидит, вот приехали к нам. Это залог того, что они уже, так сказать, они частично чуваши, они будут работать и на чувашскую культуру. И, конечно же, мы должны быть им благодарны, и мы должны им тоже, в общем-то, с ними в одной упряжке быть. Большое спасибо. Большое спасибо, Валерий Владимирович. Большое спасибо огромное. Удачи всем нам. Слово предоставляется заслуженному работнику культуры Чувашской Республики Юлии Александровне Сирьевой, писателю. Хаклы удашсем, хаклы тусем, коллегзем. Дорогие друзья, коллеги, я присоединяюсь к каждому слову здесь выступающих. Каждому слову, каждому предложению. И хочу сказать, что Валерий Владимирович Тургай своими переводами обогатил чувашскую литературу, литературу других народов.
Не пора ли по всем этим показателям, по всем его книгам сегодня вот на этом собрании внести такое предложение, переводы Валерия Тургая на государственную премию Чувашской Республики. Вот примите вот это решение. Я Юлия предлагаю... Александровна, я против, у меня и так много наград, хватит, не надо, не для этого я работаю. Нет, работа должна оцениваться. Через год, Юля, надо выдержать, только идею поддерживаем. Но сегодня идея уже подана, она нашей аудитории творческой принята. Принято? По уставу год надо выдержать. Всем удачи, успехов и, главное, здоровья. Юлия Александровна Карлевич, я не могу, хотя у нас время ограничено очень, Светлана Азамат, Таргасин, Чук, Киль, театра Альберта Лехова, и Михаил Николаевич Красов, Карлетрух. Светлана Азамат, ее мы все знаем, аплодисменты, она любимый поэт чувашского народа. И Михаил Николаевич, Света Тухтаха. Светлана Васильевна Тухтаха. Света Тухтаха. Михаил Николаевич, почему я пригласил его к микрофону? Потому что, когда Михаил Николаевич работал в Министерстве культуры, именно он мне подсказал: слушай, говорит, ты НАСПИ издал на 7 языках? Вот. Сейчас покажу. Это уникальная книга, Альбертина еще, наверное, не видела. Это шедевр не только чувашской, а мировой поэзии, поэмы НАСПИ на 7 языках. Здесь НАСПИ на чувашском, на татарском, на русском, на башкирском, украинском, венгерском и болгарском языках. Ну вот мы это издали, так сказать, и Михаил Николаевич говорит: слушай, Тургай, давай еще что-нибудь. Я говорю: что еще? Устал еще, говорю. А ну, говорит, поэзию наших соседних народов, говорит, можешь? И он именно подсказал мне приступить к тому, чтобы я занялся этим делом. Спасибо Краснову Михаилу Николаевичу за подсказку, за то, что он заставил меня заняться этим проектом, как нынче говорят. Давай, Света Таргасин. Вот Иргун был только не чем алдынах Иргай. Ада просто ада газелепар. Перемотали литературу музея, нашли джукне. Был разговор литературы музея. Да, когда Валерий Тургай издал стихи, одно стихотворение Михаила Сеспеля на 55 языках мира, я ему говорю: Валерий, ведь надо же, чтобы в одной книге издать НАСПИ на многих языках мира. Помнишь такой разговор? Прям там, где размещается у нас Михаил Сеспель на литературном музее. Я этот разговор очень хорошо запомнила. И я очень рада, что Валерий Тургай из года в год подтверждает то, что он действительно патриот своего народа. Он является теперь патриотом не только чувашского народа, а патриотом всех тех народов, представителей тех народов, да, вот, которые мы сегодня видим, потому что он полюбил и всех их полюбил, потому что не полюбив нельзя перевести ни одно слово. Вообще, да, Николай Федорович правильно сказал, все мы разные. Мы все разные, все народы, все люди, каждый человек, как флора и фауна, как растительный и животный мир на этой земле, так ведь? Но мы все люди, любящие себя в своем народе и любящие свой народ по всей этой вселенной. Мы жители этой земли, берегущие свое слово. Каждое слово бережет народ, живущий на этой земле. И потому, что у нас вот такие проводятся праздники, благодаря Валерию Тургаю, вот такие праздники переводческой деятельности чувашского народа, мы очень рады, очень благодарны. И ему благодарны, и вам благодарны, все наши дорогие гости. Спасибо большое. Добрый день. Безусловно, эта книга не только большое творческое значение, но и, будем говорить, такое поэтическое значение. Почему? Потому что эта книга направлена на укрепление народов, но в первую очередь и Поволжья, но и всей России. Все республики многонациональные, многоконфессиональные, поэтому я очень благодарю Валерия Владимировича за такую работу, то, что он продолжает дело Хузангая и Айбе. Успехов, всех вас с праздником, с годом литературы и Казатин Иванова. Валерий, прости, пожалуйста.
Значит, дорогие мои, я в прошлом году тоже издала большую книгу, я сейчас ее не показываю, на русском языке я тоже пишу немножко, и всем гостям дарю такую книжку. Это под названием «Малышня». Здесь мои краткословия и рисунки моей внучки, 5-летней Дарьи Шараповой. Всем гостям дарю. Благодарю. Спасибо, Света. Ну, как без Сарбия? Наша великая Раиса Сарбия. Аплодисменты Раиса Васильевна Сарбия. Мы с нею ездим по земному шару. Она достойно всегда представляет чувашскую культуру, чувашскую литературу. Перед вами лауреат премии Михаила Шекспира «Заслуженный работник». Я без слов своим присутствием здесь выражаю свою любовь к Валерию Тургаю и ко всем присутствующим. Так держать. Шаплабудар. Заключительное слово предоставляется Валерию Владимировичу Тургаю, народному поэту Чувашской Республики. А я просто стихи прочту. Мне кажется, это будет лучше всего. Яков Уксай. В прошлый раз, когда мы чествовали здесь Виталия Петровича Станьяла, я неожиданно для всех, когда поздравлял Виталия Петровича, взял, подарил эту книгу Виталию Петровичу, она только-только вышла, и прочитал стихотворение Геннадия Айги. Посмотрите, последнее стихотворение, это стихи Айги на чувашском языке. Потому что и был какой-то шок. Потом один мне позвонил и говорит, я чуть не упал от восторга, от стихотворения Геннадия Айги. Многие считают, что он русскоязычный поэт, и некоторые уже забыли, что Айги прежде всего чувашский поэт, выдающийся поэт, большой поэт. Ну а здесь я хочу прочитать стихотворение Якова Уксая. Яков Уксай. И символичным названием «Мана туда сонарна деся». Меня называют похожим на татарина, что ли? Да. Да, меня называют... Во мне видят татарина. Во мне видят татарина, да, вот так вот. «Мана туда сонарна деся». Вот это как раз, я специально это включил, чтобы тема дружбы еще звонче прозвучала в этом сборнике. «Мана туда сонарна деся». Илме галаща тюбетей, хайзем тудар педехсан меща эсме шарада тутлачей. Мана тудар дени наджари, тиргеу булади чаважа, манрачанах тудар санаре, тарат эцемер ялгаста. Тударан нибек чагар кужам, танлавшам миде сарлага, тудара жизине куружам, чельхем галашна чух яга. Мажит гафурибе юлдашлам, сюретамева экюрен. Тыдаттымче поэт пулашын, пәрпүсік шанчык череде. Мана пымасырин лардачы, шаврасырелі хушине, хой аллыбе ярса барачын, бірі самавардан чейне. Унбек поэт пулма шунаттым, анчақта унбедех чаба, тухма, үсмен чыман шунадым, пулманча пужым шуғышпа. Унда ура ярзаларатты, нажеттім де шырачайне, тудардың дізіне юрлаттым, епхам мунчечере чухне. Гафуринни педех кавара, сюнинче теттем черемре, шавнагура тудар санаре, пурахтар манын пидемре. Муса, Джалил, мана пелече, холгу шинжен ярзалыкса, тинтиллы гышын чилелече, мускал илеме кдатса. Мусанный бек чере кавара, пулинче теттем черемре, шавнагура тудар санаре, пурахтар манын пидемре. Муса чухнеде пулгалаттым, пуладып халде хузанда, чаваш пулзанда манын ядым, пардакша паллы тударда. Урам бензин шоржигаларна, тумланна ежель живышпа, шүредіп шүші кавагарна, Хасан туфан юлдажымба. Унба пичем бек шогыл-шогыл, еті ярза галашны чух, урам утма шемшеде шомыл, уратып не лексенде чух. Ширасыман келебушлара, туфан тудар беде хитрен, шавнагура тудар сынаре, пурахтар манын пидемрен. Мана тудар сынарлы теща, илме калаша тюбетей, шинзем чапла мана сынеща, хаваслых тусықта келей. Тудар дени мана наджари, посада ради чаважа, пить кужымри, тудар сынаре, тарат чынакта ялгырса. Уксай Якова. Нумерек, тусем, таванымзем, чундан чарелен тау. Камасмах параймарм, таргашам ан силенер. Огромное спасибо всем,
Константин Геннадьевич, вам спасибо. Здесь руководитель всех Чувашии и Татарстана. Налей энергии Тургайра. Вот, Пурлилия, Пузыктав, Чундан Челерень. Вот такие события, как сегодняшние, они по большому счету оцениваются позже. Не тогда, когда события происходят, проводятся и так далее. Это потом. Сегодня я лично, я не могу о всех говорить, я лично просто счастлив от того, что на мое приглашение, дорогие гости, вы откликнулись. Это не только знак уважения к моей персоне, это уважение прежде всего к моему родному народу, к чувашскому народу и ко всей Чувашии. Нет чувашского народа без друзей, нет Чувашии без друзей. Я думаю, вот это вот начало, это только начало рая, да? Вот, Нина, где она у нас? Да, Нина, это только начало. Мы займемся серьезно переводами друг друга, организовывать будем встречи, обмениваться будем... Да, там тем более Николай Федорович. Николай Федорович, как там санаторий Чувашия? Приедем. Все. Готово, да? Сама все зима, слово не воробей. В марте вы когда едете? Кстати, я должен сказать, дорогие гости, вот добрые слова были высказаны в адрес, заслуженные добрые слова были высказаны в адрес Валерия Николаевича Гордеева, как мецената нашего большого. Таким же меценатом является и Николай Федорович Угаслов. Он, да, он и политик, он строитель, он генеральный директор ЗАО ТУЗ, строительная фирма ТУЗ. Кстати, заслуженный работник Республики Татарстан. За добрые дела ему присвоено это звание, ну и, конечно, он заслуженный работник культуры Чувашии и так далее, и так далее. Почетный строитель, заслуженный строитель, Угаслов Николай. Это здорово, когда строители, именно строители, выступают в роли меценатов. Это символично, мне кажется. Да, купи-продай, это купи-продай. А вот когда строитель еще понимает значение поэзии и литературы, это, Альбертина, мне кажется, это очень важно. Да, жаль, не смог приехать Вячеслав Сергин, вот, но он душой с нами. Жаль, не смогли приехать башкирские наши друзья, но, я думаю, они получат обязательно книги, бандероли, и тепло наших сердец окажется и в Удмуртии, и в Башкортостане. Давыдович, спасибо. У нас сейчас впереди еще одно огромное важное мероприятие. Я думаю, всем нам это понравится. Вот, и телевидение здесь присутствовало. Кстати, Олег Цыпленков все это заснял. У него есть свой канал, Сувар ТВ называется в Ютубе. Все, видеоотчет вы потом можете увидеть для себя и зафиксировать. Спасибо. Давай машины замчине. Опера Баба Театр.